Хусаинов Анвер Умарович, председатель региональной общественной организации Татарской национальной культурной автономии города Москвы. Региональная Татарская национальная культурная автономия города Москвы была создана в 1998 году в соответствии с законом о национальной культурной автономии. С этого времени осуществляет свою деятельность в городе Москве, объединяя всех татар-москвичей, независимо от пола и возраста, от социального положения, уровня образования и многих других факторов. То есть мы считаем татарскую общину города Москвы единой, целостной, и в настоящее время хорошо структурированной. Татарский культурный центр города Москвы был построен в 1913-14 годах прошлого века благодаря усилиям татар Москвы и известного купца, мецената Шамси Асадулаева. И с момента постройки осуществлял свои функции татарского культурного центра города Москвы вплоть до начала Великой Отечественной войны в 1941 году. В 1941 году это здание было передано под Эвако-госпиталь. Все это прекрасно понимали, такое время, и отнеслись к этому с пониманием. Тем не менее, в 1945 году, после окончания Великой Отечественной войны, здание возвращено татарам не было, а было передано в Наркомат иностранных дел для размещения здесь своих структур. И начиная с этого момента, с 1945 года, несколько поколений татар Москвы боролось за возвращение дома татарам. И в 2003 году, наконец, это совершилось. Благодаря, конечно же, усилиям татар-москвичей, благодаря авторитету татар-москвичей, благодаря авторитету Республики Татарстан, благодаря руководству Республики Татарстан, ну и, конечно же, руководству Москвы и Российской Федерации. То есть в одно время, в одном месте было принято мудрое решение руководителем нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным при деятельном участии первого президента Республики Татарстан Ментимира Шариевича Шаймиева и тогдашнего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Повторюсь, в 2003 году это здание было возвращено татарам Москвы и с тех пор осуществляет свою деятельность, удовлетворяя культурно, образовательные и другие потребности татарского культурного населения Москвы. То есть все, что необходимо татарам, есть в этом доме. В этом доме есть библиотека, работают кружки и студии для детей и для взрослых. Я не буду их перечислять. Театральная студия, танцевальный коллектив, многое другое, детская изо-студия. И Татарский культурный центр и Татарская автономия города Москвы участвуют в абсолютно всех мероприятиях культурно-просветительского образовательного характера в межнациональной Москве. Мы знаем, убеждены в том, что Татарская автономия Москвы одна из самых авторитетных национальных общин города. И в частности, сегодня мы проводим очередное мероприятие. Это фестиваль тюркских народов «Диалог культур». И ожидаем здесь руководителей и представителей посольств иностранных государств, полномочных представительств субъектов Российской Федерации, республик, краев, областей, профессиональных артистов, самодеятельных артистов, художников, мастеров народных промыслов, для того, чтобы показать, какая у нас культура, еще раз подтвердить, что у тюркских народов общая культура, общая история, единый практический язык, традиции, обычаи, богатейшее историческое прошлое. И, конечно же, в настоящее время тоже мы не отстаем от наших предков и достигли определенных успехов в культурной деятельности, что и хотим сегодня продемонстрировать всем гостям нашего фестиваля. Спасибо.